смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Сегодня состоялась международная акция «Большой этнографический диктант». Это культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Одной из площадок в Сосногорске стала Центральная городская библиотека имени Якова Рочева. Наша страна многонациональная, и в этом году по всей Российской Федерации и не только, также за рубежом проходит большой этнографический диктант. Мы, как библиотека, как храм знаний, имеем огромную честь проводить его на своей площадке. В этом году будет 30 вопросов, 10 из которых будут связаны с нашей республикой, и 20 вопросов будут связаны со всей остальной страной. Поскольку участие в диктанте анонимное, при регистрации каждому присваивался идентификационный номер, по которому он в будущем сможет посмотреть свои личные результаты. Номер состоит из нескольких цифр. Первый – код региона, затем номер региональной площадки и порядковый регистрационный номер участника. Преподаватель Сосногорского технологического техникума, руководитель клуба «Поиск», писать этнографический диктант пришел не один. Я привел своих учеников, поскольку этнографический диктант, все же это... живем на территории многонациональной республики, и знать, кто рядом живет, какие народности, какие этносы, будем говорить, и культуру знать. По-моему, это просто обязанность наша. Но если мы, старшее поколение, еще разбираемся в этих вопросах, то я бы очень хотел, чтобы молодые тоже знали. И вот и проверим свои познания. В канун Дня народного единства большой этнографический диктант прошел как в России, так и за рубежом. В Сосногорске были открыты две площадки – в библиотеке имени Якова Рочева и в городской школе номер 5. Принять участие в диктанте мог любой желающий, либо придя на ближайшую площадку, либо онлайн. Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. С июля этого года на территории Сосногорского района в качестве эксперимента действует новая мера социальной поддержки малоимущих граждан – социальный семейный контракт. Как реализуется проект и дает ли реальные результаты, подробнее в нашем материале. Суть социального семейного контракта – это заключение с органом соцзащиты соглашения, которое подразумевает не просто получение пособия, но и ответные действия со стороны получателя денег. В рамках полугодового контракта семье выплачивают ежемесячное пособие на каждого ребенка по 5000 рублей. И еще 1500 получит каждый родитель. Взамен взрослые должны либо трудоустроиться, либо пройти переобучение с этой же целью. Если потребуется, то государство поможет определить ребенка в образовательное учреждение. На сегодняшний момент обратилось к нам уже 65 семей, 58 с которыми заключено контракты уже. И уже пошли отчеты первые. Отчиталось уже 35 семей нам. За период с июля по октябрь у нас уже выплачено более 2 миллионов рублей. Меры могут быть совершенно разными. Главное, чтобы они помогли решить основную задачу – повысить доход семьи. Во-первых, это обучение, переобучение родителей. Это обязательное условие, и оно вписывается каждой семье в программу адаптации. Самое востребованное – это получение медицинских услуг для себя или для детей. Выбирают также во вторую очередь получение профессиональной ориентации через центры занятости населения и обращаются за дополнительным образованием для своих детей. Яна Кузнецова – одна из тех, кто воспользовался этим видом поддержки. По словам девушки, это принесло ощутимую помощь для нее и ее семьи. Воспользовалась погашение задолженности, конечно, очень сильно помогла, немного хоть это продвинулась в этом деле и поступила учиться на вождение. Думаю, на работе так порешали, на кого идти учиться, чтобы такие курсы пройти. Всем начальству решили, что на вождение при нашей работе будет самое актуальное и которое действительно нужно. Это позволит получать доплату по основному месту работы, что, безусловно, скажется на благосостоянии этой семьи. Единственное, о чем переживала девушка, это отчетность. Но и здесь все прошло хорошо. Нет. Думала, волновалась, конечно, в первый раз. Отчитывалась, думала, что-то может не так. Нет, прошло все идеально.
Как рассказали сотрудники Центра социальной защиты населения, среди мер поддержки есть не только профориентационные и образовательные услуги. По этой программе можно получить психологическую поддержку, юридические консультации, услуги адвоката, а также пройти начальный ликбез по предпринимательской деятельности. Важно обратить внимание, что осталось у нас на заключение семейного социального контракта 2 месяца. Заявления у нас будут приниматься по 31 декабря включительно в этом году. В следующем году уже заявление подать будет невозможно. Тем, кто решил принять участие в программе сейчас, специалисты напоминают, что первый шаг – это оформление либо переоформление статуса малоимущей семьи, а затем обращение в Центр социальной защиты населения города Сосногорска. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Учащиеся школ Сосногорского района получили возможность сделать первые шаги в научно-исследовательской деятельности. Площадками, на которых юноши и девушки представили свои работы, традиционно стали проектно-исследовательская конференция «Эрудит» и научно-практическая конференция «Открытие». Андрей Калиничев продолжит. Проектно-исследовательская конференция «Эрудит» для учащихся младших классов прошла в Сосногорске уже в 12-й раз. Как отмечают организаторы мероприятия, для девчонок и мальчишек это прекрасная возможность получить первый опыт в написании исследовательских работ. Участие в конференции дает ребятам возможность попробовать себя в исследовательской и в проектной деятельности. Ребята уже учатся собирать информацию, анализировать ее, делать собственные выводы и представлять работы на оценку жюри. Тем самым отстаивать точку зрения, учатся также реагировать на замечания со стороны членов жюри. Считаю, что это для них будет хорошим опытом не только в учебе пригодится, но также и в жизни. Свои работы юные эрудиты представили в 3 возрастных секциях. Все ребята ответственно подошли к своим исследованиям, затронув различные темы. Например, Глеб Мальцев рассказал о 5-й школе, в которой в настоящее время учится в 1 классе. Мне было интересно, потому что мне нравилась своя школа. И я люблю доклады, рассказывать и читать. Вот меня заинтересовала эта работа. Ну и я и решил с учительницей сделать доклад. А вот научно-практическая конференция «Открытие» прошла уже в 21 раз. Здесь и участники уже постарше, и самих юных исследователей значительно больше. Всего членам жюри необходимо было оценить почти 40 работ в 7 секциях. Работы все актуальны, работы социально значимые. Плюс ко всему, те, кто их делает, они получают опыт исследовательской работы. То есть, в принципе, как всегда, главная задача – это помочь ребятам научиться выполнять вот подобного рода работы, потому что это в будущем их студенческая жизнь большая подспорье. Ну и в плане реализации федеральных государственных образовательных стандартов сегодня для старшеклассников обязательно реализация каких-то проектов, поэтому в этом смысле эти работы тоже очень большое подспорье. Доклады участников конференции были посвящены самым разным наукам. Так, 9-классник Денис Пельгуев провел исследование на тему «Комфортность проживания в районах Республики Коми». Молодой человек не только выявил факторы, которые влияют на качество жизни, но и сравнил Сосногорский район с другими муниципалитетами. Прежде всего, это более познать свою республику и для себя открыл новый метод исследований. Польза в том, что каждый, кто прослушал мою работу, они могут для себя сделать выводы, какой район более благоприятный для жизни, точнее для проживания, или менее благоприятный. Всего на обеих конференциях было представлено почти 60 исследовательских работ. Лучшие из них будут отмечены дипломами, а главной наградой, конечно же, станет бесценный опыт научной работы. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе по всей стране прошла акция «С днем рождения РДШ». В этом году российское движение школьников празднует 4 года с момента основания организации. Присоединились к празднику и сосногорские активисты. Российское движение школьников – это организация, призванная обратить внимание не только на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. И пусть она еще совсем молодая, но результаты работы уже вдохновляют ее членов и создателей на новые подвиги. Каждый школьник с удовольствием принимает участие в активной жизни РДШ, потому что попасть туда очень легко. Чтобы вступить, конечно, нужно иметь огромное желание. Помимо желания, каждый ребенок должен выполнять основные устои. Это быть человечным, быть спортивным,
спортивным, заниматься здоровым образом жизни, стремиться сделать жизнь яркой, красивой, доброй в нашем городе, районе, тогда и страна будет сильнее. В этот день каждая школа города представила на сцене проект, в котором наглядно показана их общественная деятельность. Так, например, школа номер 2 пропагандирует здоровый образ жизни, а ученики первой вступили в ряд юных инспекторов движения. Так называемая визитка так или иначе рассказала о том, что ребята не сидят на месте. Здравствуйте! Здравствуйте! Вас приветствуют лидеры российского движения школьников и отряд волонтеров «Доброе сердце». Средняя школа номер 4 города Сосногорска. В завершении праздника состоялось награждение активистов и посвящение новых участников в команду РДШ. Теперь ряды российского движения пополнились еще на порядок ребят, которые, несомненно, изменят мир к лучшему. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В понедельник, 4 ноября, вся страна отметит День народного единства. Мероприятия, посвященные празднику, пройдут и в Сосногорске. 3 ноября виртуальный концертный зал Дома культуры «Горизонт» приглашает горожан на концерт звезд европейского фортепианного искусства. Любители классической музыки смогут насладиться произведениями Моцарта, Шуберта и других композиторов. Начало мероприятия в 8 часов вечера. А уже в День народного единства Дом культуры «Горизонт» ждет сосногорцев на праздничный концерт «Россия – это мы». Горожан поздравят лучшие сосногорские творческие коллективы. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. А теперь коротко о погоде на ближайшие выходные. Глубокий циклон с запада, пересекший территорию республики, продолжит затягивать арктический воздух. Прогнозируются уже устойчивые отрицательные температуры воздуха. По ночам до -3, -8. Днем от -1 до -6 градусов. По всей республике пройдут в основном небольшие снегопады. В связи с похолоданием на дорогах будет скользко. На сегодня это все. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.